4 миллиарда рублей на ветер, пожалуй, самый знаменитый долгострой республики, санаторий Серегово, ярчайший пример необдуманных управленческих решений. Ну как можно было начинать строительство без разрешения и положительного заключения экспертизы? Что имеем в итоге? На содержание законсервированного санатория ежегодно регион тратит десятки миллионов. Да легче его снести и новый построить. Система утилизации была разработана? Нет. Вопросы с экологией были согласованы? Нет. Технические решения были, так сказать, согласованы? Нет. Санэпиднормы были соблюдены? Нет. Это все сейчас ложится в проектировочные решения. Да легче, извините, даже его снести и новый построить. Это не наша с вами беда, что нам достался такой объект в наследство, который мы и так сейчас вытягиваем по крупицам. Мы пытаемся сделать все от нас необходимое, чтобы этот объект достойный был сегодняшним реалиям жизни. Поручения главы профильным министрам жесткие. В первом квартале следующего года представить проект реконструкции санатория. Получить все необходимые согласования и лицензии. И, наконец, достроить. Реально? Вполне. По оценке Минстроя, готовность объекта на сегодня составляет около 70%. Готовность высокая. Там вплоть до того, что там есть мебель занесенная. Есть несколько комнат, которые готовы, заезжай, грубо говоря, и живи, а есть там, где просто стоит мебель. Плюс там есть своя котельная, и почему у нас те затраты, которые мы запрашиваем ежегодно на пансионат, вот сейчас, то, что докладывал 60 миллионов рублей, мы его полностью содержим. То есть у нас там есть и охрана, у нас есть там отопление и так далее. Что касается лицензий на добычу и использование минеральной воды и природных грязей, с этим проблем вроде нет. Большинство документов оформлены или в процессе. Для утилизации лечебных вод и грязей нужны очистные сооружения. Их строительство предусмотрено проектом. Сегодня санаторий Серегово владеет всеми необходимыми лицензиями на водопользование из подземных источников водоснабжения, как хозяйственно-питьевого водоснабжения, так и лечебного на минеральные воды. Утверждены соответствующие технические проекты эксплуатации месторождений, проведена переоценка запасов, утверждены санитарно-защитные зоны. С точки зрения медицины, санаторий Серегово с его лечебными грязями и минеральной водой уникален. Здесь можно лечить многие сердечно-сосудистые заболевания, болезни опорно-двигательного аппарата, проходить реабилитацию и многое другое. Одновременно санаторий может принять до 450 пациентов. Это сердечно-сосудистые заболевания, неврологические заболевания, лор-заболевания. То есть все те, которые у нас наиболее часто встречаемы, которые можно лечить теми природными ресурсами, которые присутствуют в Серегово. Это, конечно, лечебные грязи и лечебная минеральная вода. Похоже, санаторий Серегово действительно будет достроен. По поручению главы Коми после всех согласований, подготовки проекта реконструкции и прохождения экспертиз весь 2021 год профильные министерства максимально посвятят строительству. Алексей Корчма, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.